Ойме в гостях у календаря. Здравствуйте. Очень рада вас видеть в нашей студии. Здравствуйте. Песня красивая, но мы не до конца поняли, о чем она. Про Не все птичек. слова. Про птичек? Да. Это весенняя закличка. Да. Данная песня календарная, народная. Исполнялась в Масленицу. И все песни такие, а как же вечные темы, там, любовь, добро. Кровь, морковь, да, вот эти. И все песни, конечно же. Но Данная прежде песня. всего мы, конечно, берем более такие старинные песни, какие-то архаичные жанры. Это как раз календарные. А где вы их берете? В экспедициях своих? И в экспедициях в том числе, да, мы... Как вот в 2011 году создалась группа, и буквально вот осенью мы поехали уже в нашу совместную экспедицию. Ойме Expeditions, мы так назвали. Спрашивают, почему вот Expeditions как бы по-латински, потому что наша музыка направлена еще на то, ну как бы и на иностранную аудиторию, то есть рассказать о российской культуре, о финно-угорской культуре, финнограф России и за пределами России, иностранным. А почему гражданам. вы выбрали именно финно-угорскую культуру? Ну, потому что в нас течет финно-угорская кровь. Я ирзянка по национальности. У вас тоже финно-угорская кровь? Мы все уроженцы Мордовии. Я арзянка тоже. Ну, у меня немножечко макшан в крови. Ага. Ты выбиваетесь из коллектива, да? То есть по национальному признаку подбирали людей? в коллектив? Нет, так сложилось. Я Потому намешанный. что проще, наверное, носителям культуры или те, кто хоть представляет что-то о этой культуре, петь фольклор. А костюмы вы тоже как-то подсматриваете в своих экспедициях? Где вы их берете и кто вам их шьет? Ну вот, смотрите, и вот этот аутентичный костюм ирзянский. Да. Да, и вот еще вот одна деталь, такая характерная для эрзянского женского костюма. Пулай лежит на столике. Надевалась она, можем на вас показать, хотите? Давайте, конечно. Это юбка или что это? Или... Это набедренное. Набедренные украшения. Да? Вот так? Состояла раньше из двух деталей. Нижний — это повседневный, верхний — это праздничный. То есть на нижней части были только черные нитки. Верхняя часть украшалась монетами, пуговицами, как вы видите, бисером. И это служило оберегом. С одной стороны, с другой стороны, Мне эта кажется, это деталь... юбка для бразильского танца. Эта деталь... Это не юбка, это надевалось на рубаху. Скоро доберемся до Рубаха, латины. конечно. Ну, здесь. такая достаточно тяжелая, надо сказать. Это один из элементов. Ой. Мы стараемся следовать именно традициям народа, то есть берем фотографии традиционных костюмов и подобное делаем, изображаем практически то же самое, по крайней мере, стараемся. А вот Скажите, инструмент, пожалуйста, да, про да. инструменты, которые лежат на столе, что это и как на этом играть? Ну вот про эти-то как бы вот эти всякие шумелки исследователи описывали, что они были. Это тоже шумелка? А, нет, это какая-то... Колотушка. Да, колотушки, Тоже шумовой кальдердемы. инструмент. А как на ней играть? А вот Ой, я не догадайтесь. От себя к себе, от себя Смелее, к себе. смелее, да, вот Да, именно так. смелее, Ну, смелее. так, Ну, да? вот тебе только на колотушке играть. Главное, что... А это, ну это понятно. Ну, это уже чисто еще что-то, даже, наверное, русская деталь. Это очень поздняя Да. шумелка такая. Да. Расскажите про клип, который сейчас увидят зрители календаря. В основе эрзянская народная свадебная песня. А мы Про птичку? Да нет, свадебная, не Ну, уже не вдруг. про птичку. Нет. Птичка — это тематика весенняя. Да, весенняя. А здесь у нас получается, ну, вот, в песне мы говорим про невесту и про два рода, которые вот встречаются друг с другом. Ну, получается, что у нас же сейчас еще День экологии, как-то так случайно совпало. Год экологии, да. Как-то случайно совпало, что наш клип, он пересекается с тематикой этого года. Ключевой момент — это вхождение в воду. У нас в клипе, после этого у нас мир меняется, и, в принципе, остается вопрос, каким он дальше будет в будущем. Это зависит только от нас. Что победит природа, урбан, какая у нас дальше будет экология, как бы будем дальше жить. Вы так В общем, интересно вопрос рассказываете. остается Да, открыт. заинтересовали. Тогда Да. смотрим. Вы сможете со зрителями по-ирзянски попрощаться? Ну, конечно же.
Как это будет? Как это Ваш тумазунок, вечкивик елгат. Вас Я не рискну это Да. повторить. Вас Да, тумазанок. спасибо вам Да. Что огромное. покороче, ваш Да. тумаз. Вастумас. Вастумас. Да. Это была программа «Календарь». Я ведущий Максим Митченко. И Мария Карпова. Пишите нам по адресу календарь@online.ru. Мы ждем ваших писем. Ну а прямо сейчас смотрим клип.